Говорят, что учиться этому можно всю жизнь. Памятуя о прошлом и традициях, якутские хомутисты, однако, идут в ногу со временем и вовсю экспериментируют. Вот, например, соединяют хомут с электронной музыкой. Ольга Подлужная – музыкант, лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей этнической музыки. Играет на хомусе с 7 лет. Корни у этой эффектной барышни украинские, однако ее жизнь накрепко связана с Якутией. Она родилась в столице этой республики, в школе выучила якутский язык, тогда же начала интересоваться культурой народа Саха и играть на хомусе. Ну а идея интегрировать культовый якутский инструмент в электронную музыку появилась совсем недавно. Первоначально просто я взяла запись хомуса и в программе специальной наложила какие-то эффекты на него. И поняла, что звучит здорово, сочетается, несмотря на то, что хомус такой древний инструмент, но он так гармонично слился с электронной музыкой. И потом я сразу позвонила диджею знакомому и говорю, может, попробуем? Говорит, да ну, как так? При чем тут хомус и электронная музыка, моя диджейская вот такая, да, деятельность? Я говорю, ну давай попробуем, по-моему, будет хорошо. И да, действительно, получилось супер. Тут же мы обкатали эту версию в клубе, сыграли, народ был в полнейшем восторге. То есть и клубная музыка сама по себе качает, да, дает вот такое вот ощущение. И еще, когда к тому же это твой родной хомус звучит, то, конечно, вообще был фурор. То есть он не выпадает из контекста времени, он, наоборот, идет вперед. Даже с оркестром я играла, симфоническим, тоже потрясающе звучит. Кто бы мог подумать, хомус, в принципе, не темперированный инструмент, у него нет гаммы, там, на нем нельзя мелодию, в принципе, сыграть. Ну, такую примитивную можно сыграть. Вот. И кто бы мог подумать, что с симфоническим оркестром он тоже будет звучать. Никогда, в принципе, даже не бывает страха, что тебя не поймут, потому что, видимо, хомус, он задевает в людях какие-то определенные струны, то есть какой-то генный код, что ли, что вот в нас начинает говорить вот это вот предки, возможно, наши, да, какие-то голоса предков, которые пробуждают, и всем понятно, о чем эта композиция. Не нужно объяснять, что это про природу, про птиц, про лошадей. Человек сам знает, о чем это, он просто чувствует и видит это.